Ассаламу алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В последнее время ситуация на российском рынке топлива обострилась до предела. Внутренний дефицит нефтепродуктов привел к тому, что центральная власть оказалась перед серьезной угрозой. Чтобы не допустить массового недовольства и протестов в Москве, Кремль фактически жертвует интересами российских регионов, используя их как сырьевой щит. Он панически боится столичных бунтов, ведь сытый протест москвича под окнами ведомств куда опаснее тихой бедности на окраинах империи. Столице нужно топливо, чтобы не допустить транспортного коллапса и социального взрыва. Из-за дефицита нефтепродуктов, вызванного кризисом в нефтепереработке, Кремль включил ручное управление. Как устроена эта схема и почему за военные аппетиты центра расплачиваются жители национальных республик, мы сегодня с вами об этом и поговорим. Для кремлевской власти стабильность в Москве в нынешних условиях – это вопрос выживания. Если в регионах к очередям на заправках или росту цен на топливо уже частично привыкли, то его дефицит в столице после недавних ударов по НПЗ в Капотне рискует мгновенно спровоцировать массовые протесты прямо под окнами правительственных зданий. Чтобы уберечь себя от этого сценария, федеральные власти задействовали привычный принудительный механизм. Теперь топливо со всей страны в приоритетном порядке экстренно везут в столицу. Факт существенного увеличения поставок нефтепродуктов из Башкортостана в московский регион подтвердили в компании «Уралнефть». Это что же получается, друзья? Топливо, которое должно было пойти на внутренние нужды наших регионов, где оно добывается и перерабатывается, срочно отправляется в центр. В то же самое время в самих регионах энергетический коллапс усиливается. Из-за искусственного дефицита нефтепродуктов местная экономика, бизнес, водители остаются ни с чем. Некоторые региональные автозаправочные станции уже полностью закрылись. Другие вынуждены вводить жесткие ограничения на продажу. Бензин отпускают по лимиту или только для спецтранспорта. Параллельно с топливным кризисом регионы сталкиваются с глубоким дефицитом местных бюджетов, который с каждым днем только усиливается. Чтобы удовлетворить запросы Москвы, а между делом найти средства на покрытие текущих социальных обязательств, власти Башкортостана пошли на крайне вредный шаг. Республика официально продала часть акций компании «Башнефть» для того, чтобы покрыть дефицит внутреннего бюджета. К тому же, как отмечают биржевые аналитики, сделка прошла с серьезным дисконтом, то есть с убытком для республики. Однако даже потеря этого стратегического сырьевого актива не решила проблему местной башкирской власти. Вырученные за Башнефть деньги покроют всего лишь часть от необходимой суммы для закрытия дыры в бюджете. Мы подошли к точке, когда регионы России фактически вынуждены продавать свое имущество, свои золотые активы, чтобы спасти центральную власть от бензиновых бунтов. В то же самое время сама Москва использует наши богатые республики исключительно как ресурс. Ее совершенно не интересуют ни наши реальные нужды, ни наша экономика, ни наши проблемы. Разве это справедливо? Теперь о последствиях, которые нас всех ждут. Топливо – это кровь экономики. Его дефицит на местах ударит не только по владельцам автомобилей. Последствия коснутся каждого. Во-первых, взлетят цены на продукты и товары. Любая булка хлеба, пакет молока или просто одежда привозится в магазины на грузовиках, на автомобилях. Из-за дефицита топлива и его подорожания логистика станет просто золотой. Регионы ждет резкий виток инфляции, подорожания. Во-вторых, паралич общественного транспорта. Частные перевозчики и муниципальные автобусные парки первыми столкнутся с ограничениями. А жителям придется стоять в очередях на остановках и гадать, приедет автобус или нет. Стоимость проезда, как вы понимаете, тоже неизбежно поползет вверх. В-третьих, угроза для работы социальных служб и ЖКХ. Когда бензин отпускается по талонам, спецтехника от машин скорой помощи до мусоровозов и ремонтных бригад начинает буксовать.
Скорая может просто не приехать, а коммунальные аварии будут устраняться неделями. Мусор будет вывозиться месяцами. В-четвертых, удар по сельскому хозяйству. Если дефицит совпадает с посевной или уборочной кампанией, аграрии Башкортостана, да и любых других регионов не смогут заправить трактора и комбайны. А это прямая угроза нашей продовольственной безопасности. Сложившаяся ситуация наглядно показывает экономическую несправедливость федеральной кабалы, в которую нас всех загнали. За военные амбиции и сытость Москвы мы платим своими природными богатствами, ценными активами и своим благополучием. Когда Башкортостан получит полный суверенитет, ситуация будет выглядеть принципиально иначе. Мы объявим нашу землю, недра и природные богатства собственностью граждан нашей республики. А также проведем деколонизацию экономики с соблюдением, конечно же, международного права. Вернем добывающие ключевые промышленные предприятия, которые были приватизированы на невыгодных для нас условиях в колониальный период. Контрольный пакет этих компаний останутся в собственности республики и станут источником наполнения Фонда национального благосостояния. Это гарантирует высокий уровень жизни наших граждан, а также позволит покрыть бюджетные расходы на социальный сектор и национальную безопасность. Наша мощная нефтяная и химическая промышленность в условиях независимости позволит все доходы от добычи, переработки и продажи оставлять только у себя. Даже без серьезной модернизации экономики бюджет Башкортостана в первый же год независимости автоматически увеличится в 2 раза. Это позволит сразу же снизить местные налоги для бизнеса, поднять зарплаты учителям, врачам, госслужащим, а также повысить пенсии и пособия. Экономика независимого Башкортостана гарантированно будет жизнеспособной только потому, что наши заводы уже сейчас производят базовые материальные ценности. Башкирские производственные гиганты технологически полностью готовы к мировой конкуренции. Хотя инфраструктурно остро нуждается в инвестициях, которые Россия нам, как вы понимаете, дать не в состоянии. Мы найдем ответственных инвесторов и трансформируем логистические цепочки, которые сейчас жестко замкнуты на московские офисы. Мы в состоянии построить свое сильное государство, и Москва нам для этого не нужна и не указ. Подумайте об этом. С вами был Руслан Габасов. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Давайте вместе думать, как выбираться из этой трясины. Всего хорошего. До свидания.